Добрый вечер. В прямом эфире новости 24 в студии Лейла Цурова. И вот главные темы выпуска. С заботой о будущем. Глава Ингушетии проинспектировал строящиеся дошкольные учреждения. Начинающие фермеры на конкурсной основе смогут получить государственную поддержку. Чтобы помнили, в Карабулаке прошел футбольный матч памяти сотрудника МЧС, вратаря Мурата Султыгова. Сегодня глава Ингушетии подписал ряд указов о кадровых назначениях. Итак, Цычоев Султан Хамзатович, помощник-советник главы Республики Ингушетия. Кудряшов Вадим Алексеевич, заместитель председателя правительства Республики Ингушетия, руководитель аппарата правительства Ингушетии. Ендеев Дауд Аубакирович, заместитель председателя правительства. Назин Сергей Станиславович, заместитель председателя правительства. Гойгова Мадина Исраилова, заместитель председателя правительства Республики Ингушетия. Зурабов Юсуп Микаилович, министр экономического развития Республики Ингушетия. Аушев Магомед Башир Абдулхамидович, министр финансов Республики Ингушетия. Матиев Беслан Гериханович, министр здравоохранения Ингушетии. Хасиева Милана Ахмедхановна, министр образования и науки Республики Ингушетия. Газдеева Марит Багаудиновна, министр культуры Ингушетии. Катиев Ахмед Якубович, министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия. Гойгов Асхаб Абдурахманович, министр имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия. Исполнение обязанностей министра строительства Республики Ингушетия возложено на заместителя министра строительства Республики Ингушетия Баркинхоева Микаила Магометовича. Хаутиев Руслан Султанович, министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия. Костоев Руслан Уэйсович, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия. Ендеев Ахмед Вахитович, председатель комитета по делам молодежи Республики Ингушетия. Маршани Багаудин Магометович, министр труда, занятости и социального развития. Илезов Михаил Бангирович, председатель комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики Республики Ингушетия. Аристов Станислав Олегович, председатель комитета Республики Ингушетия по туризму. Аушев Алихан Исаевич, председатель региональной энергетической комиссии Республики Ингушетия. Магушков Руслан Баширович, начальник управления автомобильных дорог Республики Ингушетия. Барахоева Мадина Магомедовна, руководитель Госслужбы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия. Костоев Муса Эзманович, председатель комитета Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам. Кадзоев Хазбулат Макшарипович, начальник ветеринарного управления Ингушетии. Хашагульгов Исад Заудинович, начальник управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия. И Актемиров Руслан Магомедгиреевич, начальник управления Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций. Сегодня глава Ингушетии проинспектировал ряд строительных площадок. В основном это детские сады в Сунжинском районе. Пока объекты на начальном этапе строительства. Подробности у Танзилы Цуровой. Детский сад, который строится в сельском поселении Аженикидзевской на 220 мест. Расположен он рядом с 3-й школой села. Юнузбек Евкуров проверил, как идет начальный этап строительства. Кроме того, на месте снесенных аварийных квартир начнется строительство 4-этажного жилого дома, где половина квартир дома будут арендным жильем, остальные же инвестиционными. Также Евкуров проверил строительство жилого микрорайона в Карабулаке и детского садика в Плиево. Еще одно место, которое посетил сегодня руководитель региона, это 40-метровая парашютная вышка. Когда начнем прыгать? Уже прыгать. Да, уже прыгать. Когда прыгать? Неделю назад, сегодня прыгать. Вперед. Стоимость такой вышки – 7 миллионов рублей. Это единственная конструкция на Северном Кавказе для обучения прыжков с парашютом. А совершить прыжок может любой желающий. Танзила Цурова, Сулумбек Аздоев. Новости 24. Депутаты Народного собрания сегодня провели очередное заседание. На повестке дня 3 вопроса.
В парламенте состоялось 65-е заседание Совета Народного собрания Республики Ингушетия 5-го созыва. В самом начале вопрос о назначении представителей общественности в квалификационную коллегию судей Республики Ингушетия был снят. Дополнительно депутаты включили законопроект о культурном наследии. Комитет по здравоохранению, социальной политике и труду внес на рассмотрение 4 законопроекта. Небольшую дискуссию на Совете вызвал законопроект об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Ингушетия. В парламент Ингушетии поступили законодательные инициативы правительства Российской Федерации и ряда субъектов страны. Депутаты поддержали инициативу коллег из Северной Осетии, которые внесли в Государственную Думу проект федерального закона о внесении изменений в статью 18 Федерального закона об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Депутаты парламента Ингушетии поддержали инициативу правительства Российской Федерации об установлении одинакового порядка обеспечения жилой площадью граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской атомной электростанции. Комитет по здравоохранению предложил Совету согласиться с законодательной инициативой правительства России, ужесточающей ответственность работодателей за несоблюдение на производстве техники безопасности. Новая редакция федерального закона предусматривает увеличение размера наказания за нарушение требований охраны труда. В завершении заседания председатель Народного собрания Магомед Татриев призвал депутатов и руководителей комитетов наладить самые тесные взаимодействия с отраслевыми министерствами. Также напомнил, что завершается формирование нового правительства республики. Мадина Албагачиева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Начинающие фермеры на конкурсной основе могут получить государственную поддержку. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии принимает документы для участия в конкурсе на предоставление грантов и единовременной помощи. Об условиях приема расскажет Фатима Кариева. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации действует целевая программа «Поддержка семейных и начинающих фермеров». Цель программы – создать условия для развития крестьяно-фермерского хозяйства, стимулирования их труда, а главное – создание рабочих мест. Программа действует с 2012 года. По сравнению с прошлым годом, в этом году будет более жесткий отбор, предупреждают организаторы. Комиссия будет выезжать, изучать. Значит, где-то кому-то, если, скажем, получили в течение года земельного участка для ведения крестьянства, но он еще себе не показал, нет результата, значит, для него будет одна сумма. А те, которые уже пошли много, вот так встали на ноги, идут, вот показали, у них есть показатель, должна быть другая сумма. Есть такие фермы, которые есть. И растениеводством занимаются, и животноводством занимаются, и пчеловодством занимаются. Ну там уже, конечно, тоже сумма другая будет. В рамках этой программы семейные фермеры могут на конкурсной основе получить 6 миллионов рублей. Эти средства они могут потратить на приобретение крупнорогатого скота, реконструкции техники, а также на развитие сельхозугодий. Начинающие же фермеры должны иметь стаж до 2 лет. Им предоставляется возможность выиграть 1 миллион 400 тысяч. Большое подспорье крестьянской науки. В прошлом году получили многие гранты. Ну, есть все фермеры, которые построили комплексы, да, приобрели, крупнорогатого скота и техника, такие фермы тоже есть. Но в отличие от прошлого года, в этом году нами планируется, мы этот вопрос обсуждали, я думаю, что и руководство отнесется с этим пониманием и одобрит. В каждом районе мы хотим по одному фермеру семейному, чтобы они полно получили по программе то, что положено, и они, построили животноводскую ферму, приобрели скота и технику. Из федерального бюджета с этой целью выделено всего 21 миллионов рублей. Возраст участников от 19 до 58 лет. Поддержка начинающих фермеров – хорошее подспорье тем, кто интересуется сельским хозяйством. Ваха Хашиев выиграл в прошлом году грант в размере 3 миллионов рублей. Эти деньги он потратил на приобретение молодого скота, а также на приватизацию земель. На сегодняшний день в его хозяйстве насчитывается около 150 голов крупнорогатого скота и несколько гектаров земли. Пользу мы получили, мы с рынка покупали молодняк, гусеничную технику мы купили. Напомним, документы на участие в конкурсе будут принимать до 15 октября в Министерстве сельского хозяйства Республики. Фатима Кариева, Ахмед Беков, Новости 24.
На блог главы республики поступила жалоба от родителей учащихся второй школы города Назрань. Как они утверждают, преподаватели требовали с детей денежную сумму в размере 1500 рублей, якобы на нужды школы. Наш корреспондент Светлана Томова провела свое расследование по этому вопросу. Выехав в общеобразовательную школу номер 2, мы выяснили следующее. Со слов зауча школы, они слышат об этом впервые. И никаких поборов со стороны преподавательского состава не было. Сегодня об этом узнали. Мы провели совещание при директоре. Также беседовали с учащимися, с родителями. И никто это не подтверждает. С кем бы мы ни говорили, никто об этом. И с детьми разговаривали, и с родителями. Вызывали родительские комитеты. И они как не подтверждают. К сожалению, родительница, обратившаяся на блог главы республики с этой жалобой, так и не обнаружилась. Но родители остальных учащихся начальных классов подтверждают тот факт, что деньги в размере 1500 рублей собирались не преподавателями, а ими самими на портфолио своим детям. Мы члены комитета родительского. Мы собирали эти деньги, инициатива была наша. Мы хотели приобрести портфолио для детей учащихся. Мы, родители, все собрались, согласованно, все были, никто не был против, все были довольны, даже сразу же все отдали деньги, были согласны, что если надо будет доплатить, доплатим, еще соберем. Недовольств там не было. Насчет этих денег учителя узнали в последнюю очередь только. Мы зашли посреди урока в один из начальных классов этой школы и поговорили с детьми. Они также утверждают, что портфолио им готовили мамы, а учителя у них денег ни на что не просили. Пока остается неизвестным, то ли детей заранее подготовили к этим ответам, то ли ученики и в самом деле говорили нам правду. Портфолио мне купила мама. Из Валентина сказала, что портфолио мне мама купила. Мама не базаре купила, потом Залиха Тхановна сказала ее здесь привезти. Также эту ситуацию прокомментировали и зауч начальных классов Фатима Аздоева. С ее слов поняли, что все необходимое для учащихся уже есть. А если родители изъявляют желание купить своим детям то, что считают нужным, то они препятствовать не могут. Удивил тот факт, что именно кто-то из родителей нашей школы пожаловался главе нашей республики. Ведь именно инициатива шла от них, от родителей. Они решили, чтобы в классе, раз первый класс, пришли их дети. У нас новое обучение по ФГОС, развивающее обучение. И у каждого ребенка должно быть свое личное портфолио. Исполняющая обязанности министра образования Тамара Чиниева говорит о том, что это не первый случай, когда родители обращаются с подобной жалобой. Но во многих случаях выясняется, что они не обоснованы. Мы 1 августа подписали приказ о недопущении закона сбора денежных средств, который у себя на местах, в районах, городах, начальники отдела образования должны были довести под роспись до всех руководителей школ, что ими и было сделано. Но после даже подписания этого приказа поступило 2 обращения. Одно как раз по второй школе, о котором вы сейчас говорите, и второе было обращение по гимназии номер 1 города Назрань. Мы со своей стороны будем следить за развитием этой ситуации. Ведь не могут же родители жаловаться на то, чего нет. Неизвестно, правда, по каким причинам они потом отказываются от своих слов. Светлана Томова, Ахмед Чербижев. Новости 24. Сделать все для того, чтобы предотвратить ЧП, ну а в случае трагедии быть готовым к ликвидации любых последствий. Это и есть учение МЧС. Подготовка проходит по всей России, не исключением стала и Республика Ингушетия. Подробнее в сюжете Миланы Хашагульговой. МЧС Ингушетии проводит очередную масштабную подготовку к учениям по реагированию на различные чрезвычайные ситуации, которые планируется провести в октябре месяце. Местом проведения данного мероприятия стало одно из высотных зданий города Магаз. Подготовка проходит в условиях максимально приближенных к реальным. По плану учения произошло возгорание в одной из квартир на 9-м этаже. Подразделения пожаротушения и аварийно-спасательная служба сработали организованно, вследствие чего пожар был потушен и пострадавший был эвакуирован из здания. Были задействованы служба пожаротушения, пожарные подразделения, поисково-спасательный отряд, медицина катастроф и сотрудники полиции.
Ну, как участник сегодняшней тренировки, могу сказать, что мы проводили подготовку к учениям в высотных зданиях, эвакуация пострадавших из высотных зданий с учетом техники, личного состава, гарнизона пожарной охраны, который непосредственно обслуживает эту территорию. Мероприятия такого масштаба в республике проводятся впервые в силу того, что не было зданий, соответствующих предъявляемым требованиям. Цель этих учений заключается в том, чтобы обучить личный состав методам и способам эвакуации людей, проживающих в таких зданиях, и тушения на высотах. Также мы здесь отрабатываем способы спасания людей поисково-спасательным отрядом, который у нас дислоцируется в городе Назрань. В ликвидации якобы возникшей ситуации принимали участие свыше 60 человек и 15 единиц техники. Такого рода мероприятия проводятся с целью совершенствования практических действий оперативных дежурных смен, местных гарнизонов пожарной охраны МЧС Ингушетии, организации аварийно-спасательных работ, а также для проверки уровня готовности всех подразделений к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации. С поставленной задачей все задействованные силы справились. Милана Хашигульгова, Адам Шибилов, Новости 24. В окрестностях сельского поселения Али-Юрт ведутся археологические раскопки древнего могильника Куара-Борзыш, что в переводе означает «глухие могильники». Археологический памятник был обнаружен еще в 2000 году. За это время здесь нашли уникальные предметы быта жителей аланского периода. На месте раскопок побывала Индира Манкиева. Памятник археологии аланского периода был обнаружен еще в 2000 году. Научные работы на нем продолжаются по сей день. На месте раскопок были найдены многочисленные кости людей и домашних животных, а также обломки керамической посуды. Это является доказательством того, что на данном месте долгое время проживали люди. По исследованиям археологов, этот памятник является местом нахождения старого города Магас, который был полностью испепелен в XIII веке после монголо-татарского нашествия. Мы сейчас находимся на территории средневекового памятника археологии, городище Куар-Борзыш, расположенного к северо-востоку от сельского поселения Али-Юрт. Мы видим, что с восточной стороны к городищу, вдоль городища проходит достаточно глубокий, широкий оборонительный ров. Мы можем это видеть здесь. С восточной стороны такой же оборонительный ров идет со всех трех сторон памятника археологии. В общем, налицо здесь наличие значительного числа различных фортификационных элементов. Городище Куара-Борзыш включен в список памятников республики. Какие-либо строительные действия на месте запрещены, так как принят комплекс мер по охране и учету памятников археологии. Этот памятник открывает все новые страницы древней истории нашего края. По раскопкам мы можем увидеть, как примерно жили наши предки, какой посудой они пользовались. Мы сейчас находимся внутри котлована, который вырыт в северной оконечности городища. Котлован достаточно объемный. Во всех бортах этого котлована можно видеть хозяйственные ямы. Ну и помимо того, мы можем видеть в этих же хозяйственных ямах, это аналог современного погреба, мы можем видеть угольки. Вот, пожалуйста, к скоплению угольков, пожалуйста, вот мы только что достали фрагмент днища сосуда, нижней части сосуда. В общем, вся эта стенка буквально насыщена различными фрагментами. Помимо этого памятника найдены еще два – Хуатой-Борз и Мурат-Борз, которые находятся между сельскими поселениями Сурхахи и Икажево. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев, Новости 24. В Карабулаке на стадионе имени Зязикова 4 футбольные команды сегодня вышли на поле. Турнир был посвящен светлой памяти Мурада Султыгова, сотрудника МЧС, вратаря, на счету которого немало побед в составе команд «Карабулак» и «Динамо». Репортаж Магомеда Асканова. Здесь, на стадионе «Динамо», встретились команды, которые хотят показать не только красивый футбол, но и сохранить память о Мураде Султыгове.
Мурат Султыгов в 1997 году попал в автоаварию и трагически ушел из жизни, когда ему еще не исполнилось 29 лет. Несмотря на то, что он работал в МЧС заместителем начальника отдела государственной противопожарной службы, Мурат находил время для ведения здорового образа жизни, рассказывают его друзья и коллеги. Он считался примерным на службе и отличался как самый лучший спортсмен среди своих коллег-спасателей. Футбольные навыки он получил еще в Грозном, а в 1994 году он стал играть за команды «Карабулак» и «Динамо». С таким сильным вратарем обе команды неоднократно становились обладателями Кубка Ингушетии. Самое главное, остается память о наших делах, действиях, память. Поэтому вот этот турнир, он, во-первых, все, кто с ним в то или другое время пересекался, вот в футбол играл, работал, все, они собираются вместе, вспоминают. Благодаря вот он, будучи, когда он был живой, он мог вокруг себя как бы людей это объединить, собрать там это. У него была такая жилка. Турнир, посвященный памяти выдающегося вратаря, собрал 4 футбольных команд: МЧС, Мочх, команда Грозный из Карабулака и Динамо Ингушетия. В команде по 8 игроков. В упорной схватке ребята стараются не упускать моменты у ворот соперников. Нелегко приходится и вратарям команд, ведь они, как и Мурат, своим умением должны отражать все удары противника. Он стал играть за команду. Турнир он товарищеский, дружеский. Сам спортивный результат здесь большого значения не имеет. Главное пообщаться, почтить память, собраться, поговорить, вспомнить. Ну и все равно играют, стараются, не просто, не спустя рукава, естественно. Каждый хочет победить. Ветераны МЧС, которые служили и играли на одном поле с Муратом, вспоминают, когда весной 1995 году его настойчиво приглашали в команду «Ангушт», он не хотел оставлять службу. Он играл за команду «Динамо», поэтому играет команда «Динамо». Родом его родители из села Чермен, Мочхиюрт, поэтому играет команда Мочхиюрт. Место службы его было МЧС, пожарная, играет команда пожарников. И большую часть он прожил в Грозном, и там играл за команду «Нефтяник». И вот приехали 4 с Грозного, и остальные только что здесь живет. Команда, назовем ее «Грозный». Регулярно играют вот эти 4 команды, которые имеют отношение к этому погибшему Мурату Султыгову. По итогам игры между 4 командами «Динамо» Ингушетии заняла 1-е место, команда МЧС 2-е и 3-е место команда Грозный из Карабулака. Победителей ждут кубки и ценные подарки. Напомним, что Министерство по физической культуре и спорту не первый год проводит турниры в память о Мурате Султыгове, который был и остается хороший спортсмен и спасатель по профессии. Магомед Асканов, Ильяс Ханиев, Новости 24. Это все новости на сегодня. Спасибо за внимание и спокойной ночи.